появляется более-менее в интернете, порой комментарий обычно, а он что там? Он разве богослов? А где его борода? И это такой низкий уровень, я поражаюсь вообще. Просто поражаюсь. 600 с лишним страниц Священного Корана. Огромное количество смыслов. Бороды вообще нету там. Десятки тысяч хадисов. Огромное количество смыслов. Тысячи наставлений, которые можно применять. И борода, может быть, стоит на каком-то 10-тысячном месте. И ученые на сегодняшний день, в том числе, и всегда говорили, есть вещи, которые пророк, алейхиссалату вассалям, совершал как человек, а есть те, которые он проговаривал как пророк. В данном случае, то есть как пророк, таких тысячи хадисов, назидательных. А что касается бороды, ученые говорят, есть разные мнения, в том числе одно из основных мнений, он это делал как человек. Даже если он говорил, отпускайте бороду, да, но это не является чем-то там самым главным. Но так как ума не нужно, чтобы бороду отпустить, нейронными путями работать не нужно. Физическую выполнять работу не нужно. Трудиться не нужно. Да ничего не нужно делать. Просто несколько месяцев не брейся, и все. Но зато все будут на тебя смотреть и говорить, какой набожный человек. Поразительно вообще. Поразительно. Поэтому с учетом имеющегося положения дел, мне просто даже как имаму, как человеку, который занимается больше 20 лет богословием, мне при таком положении дел мне даже нельзя бороду отпускать теперь. Чтобы люди поняли, что это далеко не самое главное в исламе. Далеко.